Состоялось заседание Совета безопасности Абхазии с участием президента республики Бадры Гунба. Поводом для встречи стала атака украинских дронов на Сочи, которая произошла накануне ночью. Какие поручения относительно безопасности республики дал президент силовым ведомствам? Какие мероприятия будут проводиться в этой связи, расскажет Рауль Лоло, секретарь Совета безопасности Абхазии. Президент Абхазии провел заседание Совета безопасности в связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов по территории России в непосредственной близости от государственной границы по реке Псоу. В то же время нашими специальными службами были зафиксированы пролеты нескольких БПЛА через нашу государственную границу в направлении России. Примерно время пролета – это час ночи. Зашли они в наше воздушное пространство, данные дроны, с моря. На территории Абхазии никаких последствий не зафиксировано. То есть они прошли с моря и ушли в сторону границы с Россией. Что касается действий, которые мы планируем предпринимать. Вы знаете, что у нас с Российской Федерацией подписаны различные соглашения в области общего пространства, обороны и безопасности, а также защиты наших государственных границ. В них входит обеспечение безопасности и контроль воздушного пространства, а также военно-морской области и в обеспечении безопасности на море. У нас крепкая в этом плане правовая база. И с учетом ситуации, которая сейчас сложилась, мы запросили консультации с нашими партнерами, с нашими коллегами для того, чтобы совместно разработать и план, и в дальнейшем предотвращать подобные ситуации. Президент также поручил силовым ведомствам, это Министерство обороны, Службу государственной безопасности, оперативно разработать план по предотвращению дальнейшего нарушения воздушного пространства нашей республики. И, конечно, координировать свои действия с нашими российскими коллегами. Будет также разработан план оповещения нашего населения в подобных ситуациях. Одной из таких мер это будет рассылка СМС, чтобы наши граждане в случае такой опасности они были осведомлены. А также планируется и защита наших критически важных объектов инфраструктуры в республике. То есть такие комплекс мер был рассмотрен, указания даны всем заинтересованным непосредственно ведомствам. Они будут их выполнять. Рауль Валерьевич, а как можно защитить небо? Есть ли у нас какие-то системы, по типу ПВО? Будут ли какие-то способы, укрытия или хотя бы какая-то разъяснительная работа для населения, как в тех или иных случаях поступать? Да, такую работу мы планируем сейчас очень активно. Кстати, мы уже этим занимались. Определенные планы есть. Это так называемая территориальная оборона. И население должно знать, что делать в таких ситуациях. Будут специальные проведены мероприятия для того, чтобы в каждом районе понимали люди, как себя вести. Что касается ПВО, вы понимаете, видите, что эти дроны, они очень низколетящие, а цель и засечь их непросто. Но есть для этого специальные средства. Опыт Российской Федерации в этом плане большой. И мы в плане этих консультаций будем с ними взаимодействовать и находить действенные меры для того, чтобы эту угрозу снимать. Конечно, все это очень непросто. Это уже современные способы ведения, скажем так, войны. Поэтому и средства, которые применяются, они тоже малозаметные для систем ПВО и РЭБов. Борьба в этом плане, ведется, опыт уже наработан, и поэтому нам и нужны эти консультации, чтобы наши коллеги нам тоже в этом плане помогли. Потому что сейчас мы видим, что территория Абхазии, возможно, будет использоваться в качестве пролетной зоны. Нам надо небо закрывать, в том числе, чтобы обезопасить, в том числе и Российскую Федерацию, потому что удары наносились, как мы видим,
по территории России. Рауль Валерьевич, вернусь к безопасности населения. Часто мы тут задавали вопросы, поднимали темы, но пока не услышали по поводу вот таких объектов, по типу бомбоубежищ или вот в приграничье в России такие делаются. Имеет ли смысл или это лишнее, вы считаете, в нашей ситуации? Здесь все зависит тоже от скорости. Бомбоубежища-то у нас еще старые советские остались. Какие-то они приведены в порядок, но остальные они уже давным-давно себя изжили. Поэтому нужно будет в том числе находить новые в этом плане возможности. Главное, чтобы люди понимали, как себя вести в таких ситуациях, где можно укрыться. Потому что бомбоубежища в советское время создавались такие, они более мощные от таких более серьезных средств поражения. Если касается беспилотников, то это немного другие условия. Поэтому думаем, работать будем над этим очень плотно и видим, что ситуация лучше уже не станет. Нам нужно быть ко всему готовым. И наше сегодняшнее совещание этому и посвящалось. Спасибо большое. О том, какие поручения относительно безопасности республики дал президент Абхазии силовым ведомствам страны после ночной атаки беспилотников, какие мероприятия будут проводиться в этой связи, рассказал Рауль Лоло, секретарь Совета безопасности Абхазии.